Доброе утро. Это программа «Салям», прямой эфир, телеканал БСТ. В студии по-прежнему Сяуш Шермадзаде и неизменная моя коллега, на радость мне, Юлия Санберина. Доброе утро. Кибермошенники продолжают обманывать наших граждан. К сожалению, многие их попытки оказываются успешными, и счет идет уже на очень крупные суммы. Чтобы увеличить преступный улов, злоумышленникам бывает мало собственных средств человека. Аферисты изобретают самые разные способы, чтобы оформить на свою жертву кредит и похитить еще и эти, еще не кровные даже деньги самого человека. Кредитные деньги. Да, друзья, как обезопасить себя от непонятного долга, который может возникнуть у вас, мы поговорим с нашим гостем в студии. Заместитель управляющего отделением Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Наиль Вакильевич Габидуллин. Наиль Вакильевич, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Да, сегодня у нас опять достаточно серьезная тема, важная, но еще и новая. Как можно будет установить такой запрет, самозапрет, о котором вот сейчас идет речь? Да, в феврале этого года у нас был принят закон, который позволяет гражданам устанавливать себе самозапреты. Это можно сделать двумя способами, либо на сайте госуслуги, либо при посещении МФЦ. Закон направлен на то, чтобы снизить количество преступлений, связанных с хищением денег мошенниками. Да? Эта проблема для нашего региона, она особенно актуальная, потому что в прошлом году у граждан нашей республики было украдено около 3 миллиардов рублей, и четверть этой денежной суммы это являются заемные денежные средства. Да? И получается, что гражданин, он не только теряет свои собственные деньги, но и вынужден будет на протяжении длительного периода времени еще возвращать банку эти деньги, потому что самостоятельно перевел их мошенникам. Печально. Вот вообще, так да, что такие хорошо, суммы, что все-таки есть какие-то инструменты, которые позволяют остановить эту ужасную схему. А если вот установить такой самозапрет для себя, то он будет действовать во всех банках? Он будет действовать и во всех банках, и во всех микрофинансовых организациях. Даже так? Слушайте, ну это получается, это кредиты, но ипотека же тоже это кредит своеобразный. Кстати, да. Ипотека это тоже как вкладывается в такой самозапрет? На обеспеченные кредиты нет смысла возлагать по подобного рода ограничениям, да, потому что в этом случае гражданин принимает решение самостоятельно, и платеж банк осуществляет не физическому лицу, а непосредственному получателю этому кредита. То есть поэтому автокредиты, образовательные кредиты, ипотечные кредиты, они будут находиться за рамками действия этого закона. То есть самозапрет оформляется только на кредиты, которые, условно, не обеспечены ничем конкретным. А сколько стоит такая вот установка самозапрета? Эта услуга, она осуществляется бесплатно, и ее гражданин может устанавливать неограниченное количество раз. Единственная разница между установлением вот этой галочки на госуслугах, да, и отменой ее заключается в том, что действовать самозапрет начинает мгновенно, а отмена его будет осуществляться только на второй день. Это необходимо для того, чтобы гражданин смог несколько охладиться в своем решении получить кредит. Это, в общем-то, действует не только в области взаимодействия, так сказать, с мошенниками, да, но и защищает гражданина от неких спонтанных покупок, спонтанного получения кредита, чем некоторые из нас грешат. Да, иногда лучше остановить себя откуда-то сверху. Слушайте, то есть, получается, можно это бесплатно сделать несколько раз, и при этом, вот если вы передумали и решили все-таки взять в кредит, можно отменить эту операцию? Да, можно отменить эту операцию. Этот самозапрет можно будет устанавливать как в онлайне на сайте госуслуг, да, так и при посещении МФЦ. Я возьму кредит, так. деньги сниму, а потом отменю. Нет, так не работает. Жалко. Я немножко не понял, как... Я просто на всякий случай внес ясность для себя, но мало ли вдруг. Проверил. А есть вообще возможность такой ситуации, что вот установил ты для себя этот самозапрет, а кредит все равно оформлен? В этом случае кредитор будет поражен в этих действиях, да, в возможности возместить сумму этого кредита. И если говорить простыми словами, то гражданин не будет обязан возвращать ему сумму кредита. Это будут проблемы кредитора. Полезный закон, получается, принято. Но почему вот нужно ждать еще сколько? Целый год, чтобы он вступил в силу? Почему нельзя вот прямо сейчас включить эту опцию?
Это связано с тем, что нужно принять нормативные документы, направленные на реализацию этого закона, да, как со стороны портала госуслуги, как на стороне банков, и, соответственно, настроить это таким образом, чтобы закон начал действовать оперативно и бесперебойно. Для этого требуется определенное время. Ну да, чтобы Например, мгновенно настройки включался. алгоритмов, Да? да, настройка алгоритмов, так понимаю, это же коллаборация вообще многих, скажем так, систем. Да, совершенно А верно. как оформить такой самозапрет? Оформить можно будет на портале госуслуг. Если у человека есть доступ к порталу, да, то есть он оформил раньше себе этот доступ, либо прийти в многофункциональный центр в МФЦ и там оформить вот это вот действие. Все понятно. А вот уже сейчас можно ли каким-то образом самозапрет для себя устанавливать? Вот не ждать год. Сейчас такой самозапрет установить можно, но процедура несколько более сложная, чем та, которая предполагается с введением с 1 марта 2025 года. Действительно, сегодня гражданин тоже может себе установить этот самозапрет, но для этого ему нужно будет обратиться в каждую кредитную организацию либо микрофинансовую компанию отдельно. Но, тем не менее, возможность такая на сегодняшний день существует, и, в общем-то, топ банков, они предлагают такого Либо рода найти услугу. сурового мужа или суровую жену, которая будет Следить за накладывать тем. свои запреты, да. А Слушай, то ну, то есть это такая тема есть, но вот я так понимаю, что в скором времени это появится, что одним самозапретом накладывается вообще везде. Да. А сейчас типа, ну, Надо алло, здрасте, а не вручную. могли бы вы мне наложить запрет? На Или муж взятие его там знать, кредита. либо жена, получается. Так, ну, допустим, вот сейчас вот у вас там несколько есть банков, в котором у вас есть счета, вы пришли туда вручную, установили самозапрет. Можно расслабиться? Но расслабляться, конечно, ни в каком случае не стоит, потому что мошенники наверняка придумают какие-то новые схемы для Уловки. этого, да. Но просто нужно знать, что схем может быть огромное количество, но самые простые принципы взаимодействия с мошенниками, они очевидны, да. Самый основной принцип – это ни с кем не разговаривайте о денежных переводах. Ведь ни сотрудники банков, ни сотрудники правоохранительных органов, ни каких-либо других государственных ведомств и структур, они не ведут с вами переговоры о каких-то конкретных переводах денег. То есть, если с вами незнакомый человек с незнакомого номера начинает этот разговор, самое время насторожиться, и если вы не очень устойчивы, просто положить трубку. Да, это самый лучший способ. А если Но- перезванивают, не брать? Можно, да, но да, основное правило – это не брать трубку с незнакомых номеров. Ну, вообще, в целом, если у вас возникает вопрос, что вам звонит сотрудник банка, перезвоните сами в банк. Есть горячие линии, да, есть менеджеры, которые вас обслуживают. Но лучше всего, понятное дело, если возникают какие-то вопросы, просто прийти и воочию переговорить с сотрудником банка. Это самый лучший вариант. Можно, да, перезвонить по номеру телефона, который указан Горячей на линии, обратной да. стороне вашей карты. Да, или А как самостоятельно найти в интернете. поступать тем, кто уже потерял деньги? Если вы оказались в такой неприятной ситуации и перевели деньги мошенникам, в первую очередь нужно заблокировать свою карту, да, обратиться в кредитную организацию и сообщить ей о факте мошенничества. И обязательно нужно обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы эта информация была зафиксирована и она помогла другим гражданам обезопасить себя от подобного рода хищений. Поэтому, друзья, мы снова с заботой о ваших средствах. Здесь на телеканале БСТ снова напоминаем, да, финансовый вопрос, чтобы вы были более бдительны и не попадались на уловки мошенников, которые очень изобретательны в наше сегодняшнее время. Мы благодарим за беседу нашего гостя, заместителя управляющего отделением Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Наиля Вакильевича Габидуллина. Спасибо большое, Наиля Вакильевич. Спасибо Ждем вам. принятия закона о самозапрете 1 марта 2025 года. А пока, если у вас есть такое желание, можете это сделать самостоятельно.